Да, ладно, вы готовы? Да, готов. Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы проводим для вас вебинар на тему психолого-педагогическое сопровождение при прохождении детьми экзаменов и сдачи ЕНТ. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно подготовить ребенка и психологически настроить на такой вот ответственный период для него, сдачу экзаменов. Что важно нам демонстрировать родителям и насколько важно нам, родителям, уметь оказывать поддержку своим детям в этот ответственный для них период. Конечно, экзамены для ребенка – это, скажем, такой период, когда он испытывает определенную нагрузку, как умственную, так и физическую. Экзамены для ребенка – это период, когда ребенок может сталкиваться с какими-то стрессовыми ситуациями. Поэтому наш вебинар сегодня посвящен родителям выпускников 11 классов. И, конечно, если есть такая возможность для родителей, учащихся 9 классов, которые планируют сдавать экзамены и поступать в учебные заведения уже в этом году. Меня зовут Капанова Гульмира Кадырбаевна, я являюсь руководителем регионального представительства по городу Нур-Султан, программы превенции, общественный фонд Блум Foundation. Сегодня мы с вами проговорим именно о том, насколько важна родительская поддержка в период такой ответственный для детей, как сдача ЕНТ и государственные экзамены. Что такое психологическая готовность? Конечно, это сформированность у старшеклассников таких определенных психологических свойств и социальной компетентности, без которых, скажем так, невозможна сама успешная сдача экзаменов ЕНТ. Психологическая подготовленность – это очень важный такой аспект, когда ребенок может не просто преодолеть ту ситуацию испытания, а быть в первую очередь правильно психологически настроенным на вот этот период экзаменов и самих сдач ЕНТ. Конечно, в первую очередь во время такой ситуации, когда происходит ситуация проверка знаний детей, у детей возникает очень много таких тревожных состояний. А все ли у меня получится? А совсем ли я смогу справиться? Действительно, как отреагируют мои родители на то, что если я вдруг не сдам ЕНТ на те баллы, на которые рассчитывают мои родители, или не получу ту оценку, которую хотят получить мои родители и хотел бы получить я сам. И, конечно, все эти тревожные состояния очень серьезно влияют на психоэмоциональное состояние наших детей. И сейчас, даже если мы, родители, сможем настроить себя правильно, даже если ребенок не смог сдать успешный экзамен или сдать ЕНТ, его отправили там на пересдачу, или нет возможности сейчас пересдать это ЕНТ, то, конечно, нужно найти в себе в первую очередь такие силы, убедить ребенка в том, что для тебя это опыт, который может пригодиться в жизни. И, конечно, есть теперь возможность поработать над своими ошибками, которые, допустим, ты испытывал в период подготовки к определенному этому испытанию. То есть работа над ошибками, чтобы в следующий раз не допускать и сделать таких ошибок, и сделать свою работу безупречно. И надо научиться правильно мотивировать своих детей и научить детей ставить цели, чтобы достигать их в необходимый и нужный для них момент. Есть такие замечательные стихи про экзамен. Жизнь – это вечный экзамен, даже расписания нет. И в жизни мы часто тянем невыученный билет. И вспоминаем старательно, задумчиво в пол глядим, но некому подсказать нам.
мы с жизнью один на один. То есть смысл этих стихов в том, что сама по себе жизнь – это действительно вечный экзамен. И в жизни будут у вашего ребенка и у вас разные жизненные ситуации и жизненные испытания. И как мы научимся преодолевать их, и приобретем ли мы опыт в преодолении этих жизненных ситуаций, зависит от нас самих. Насколько мы научимся справляться. Почему у детей возникают такие тревожные состояния? Из-за чего они возникают? Когда ребенок идет на экзамен или на НТ, его беспокоят страхи, вдруг я не смогу ответить на эти вопросы, вдруг у меня будет слишком много ошибок, или я не выучил эту тему, мне кажется, что я совсем все забыл. В состоянии такого, скажем, эмоциональном напряжении, паники у ребенка, да, он не сможет сконцентрироваться и думать над вопросами. Паника – это нехороший помощник. И само по себе состояние вот такой эмоциональной напряженности, страха у ребенка, он не готов понимать, думать, да, даже логически предусмотреть какой-то один из вариантов ответа, который может подходить к данному тесту или к данному вопросу. Собраться с мыслями. То есть ребенок не способен на это, если он находится в сильном эмоциональном напряжении. Важно нам, родителям, правильно подготовить ребенка к задаче экзаменов. Важно правильно настроить. И от того, насколько мы будем правильно транслировать позицию уверенности, позицию сдержанности, позицию стабильности, будет зависеть эмоциональное состояние наших детей. Конечно, испытание такое, как экзамены ИНТ, это определенная позиция стресса для ребенка. И оно может привести к зарождению у ребенка нервозности, допустим, да, каких-то депрессивных состояний, и позиции переживания каких-то неудач, если у ребенка возникают трудности при таких испытаниях, как экзамены ИНТ. И здесь само по себе очень важно не просто быть рядом с ребенком, а правильно его понимать его переживания, правильно понимать, что чувствует сам ребенок. Иногда бывает, что в ситуации стресса у ребенка может возникнуть такое состояние ступора, когда он не готов думать, не готов воспринимать или отвечать на какие-либо ответы. Экзамены, да, это всегда ответственный период жизни для любого человека. И, конечно, дети сейчас понимают, что от результатов этих экзаменов будет зависеть во многом именно их будущее. Когда ребенок заканчивает школу, у него есть планы, есть мечты, есть цели, и он, планируя свое будущее, хочет быть в первую очередь независимым от нас, самих родителей, независимым от, скажем, каких-либо обстоятельств, сам принимать решения, строить планы, строить свое будущее. Но если ребенок переживает позицию неуспеха на именно первом этапе, когда он сдает ИНТ или экзамены, крах, падение, неудача может сломить именно такой волевой дух, скажем, ребенка в преодолении сложных ситуаций. Давайте поговорим о тех проблемах и трудностях, с которыми сталкивается ребенок в период, скажем, вот таких жизненных испытаний, как экзамены. И наша задача сейчас задуматься, что мы, взрослые, можем сделать для того, чтобы помочь поддержать своего ребенка, помочь ему преодолеть эту ситуацию кризиса и стрессовую ситуацию, такую как экзамен, тогда, когда идут именно большие такие умственные нагрузки, да, и как важно поддерживать ребенка и справиться с этой стрессовой ситуацией, такой как экзамен. Есть факторы, которые могут влиять на успех. Конечно, это уровень знаний ребенка. Если ребенок, скажем, старательно готовился к сдаче ЕНТ, ребенок стремился
максимально возможно за весь период обучения, особенно в старшем звене, усваивать знания, которые ему необходимы будут по определенным предметам, то, конечно, один из важных и успешных факторов – это уровень знаний детей. Еще и эмоциональная способность выдерживать экзамен. Если ранее дети, допустим, сдавали в различных возрастных школьных периодах экзамены, и у них есть опыт сдачи экзаменов, то они умеют справляться. Если ребенок сдает экзамены впервые, то, конечно, для него это особая нагрузка. И важно выработать у ребенка эмоциональную способность выдерживать различные испытания и справляться с ними. Что для этого нужно делать, мы об этом поговорим. И, конечно, умение преодолевать разные жизненные трудности и трудные ситуации. Что такое наши эмоции? Эмоции, как сказал Вольтер, эмоции – это ветер, который надувает паруса. И он может привести корабль в движение, этот ветер, да, и может потопить его. Какой смысл кроется в этих словах? Конечно, когда мы умеем справляться со своими эмоциями и можем, скажем, демонстрировать правильное выражение этих эмоций для своих детей, мы взрослые, то ребенок учится у нас владениями своими эмоциями. Для ребенка важно не только наш пример, а способы преодоления и справляться со своими эмоциями, контролировать свои эмоции. Чтобы перестать волноваться, очень важно настроить ребенка правильно, что для тебя, да, это еще одно испытание, которое ты можешь преодолеть и с которым ты можешь справиться. То есть не нужно волноваться, а в первую очередь ты сможешь сделать то, что от тебя зависит. Настроить ребенка правильно не то, что это предел его мечтаний и предел всех его возможностей, то есть от этого зависит вся твоя будущая жизнь. А в первую очередь настроить ребенка на то, что это еще одно жизненное испытание, с которым, я верю, ты можешь справиться. И если что-то пойдет не так, ты всегда можешь рассчитывать на меня. И мы с тобой можем принять решение, как быть нам дальше. Очень важно нам, самим родителям, здесь справиться со своими эмоциями, уметь совладать своими эмоциями. Если ребенок видит, что родитель напряжен, родитель очень сильно нервничает, родитель очень сильно переживает, постоянно проговаривая про то, что если будет не так и что-то сложится не так, то, конечно же, ребенок, видя наше беспокойство и наши переживания, вдвойне будет обеспокоен дальнейшим исходом событий, конечного результата экзаменов и того же НТ. Важно нам, родителям, научиться управлять своими эмоциями и контролировать их для того, чтобы ребенок смог справляться. Да, сегодня дети не такие, как мы. Какие сегодня дети? Современный ребенок не похож на нас, какими мы были в детстве. Это поколение, которое, скажем, легко осваивает цифровые технологии, легко справляется с различными техниками работы именно касательно гаджетов. И у них это намного лучше получается, чем у нас, у взрослых. И, конечно, в этом потоке информации ребенок не всегда способен отобрать полезную для него информацию. Задача нас, взрослых, интересоваться, чем интересуется наш ребенок сегодня. Что ему интересно и почему ему это интересно. Сегодня, да, не все, скажем, подростки любят читать, как мы раньше читали книги, допустим, да, выполнять задания в длительном режиме, им кажется, что это скучно. Многие дети не очень любят писать, да, потому что это требует для них определенных усилий. Не всегда подростки способны длительное время быть усидчивыми и выполнять какие-то длительные задания, да, рутинного характера, они кажутся для них скучными. Почему это происходит? Смотрите, если посмотреть на портрет современного подростка,
каким может быть сегодня подросток, современный подросток. Посмотрите, пожалуйста, на эти критерии. Я думаю, что многие родители увидят какие-то из черт касательно своего ребенка. Допустим, он может быть слишком беспокоен в своих движениях или в своих действиях, да? Может создавать какие-то конфликтные ситуации. Иногда он может часто слишком ругаться со взрослыми. Задайте себе вопрос, почему это происходит и почему он ругается с вами. Бывает, что он имеет слишком завышенные требования по отношению к себе или по отношению к другим. Не всегда может понимать чувства и переживания других людей. И зачастую нас, взрослых, это где-то расстраивает, где-то обижает, где-то беспокоит, а где-то даже пугает. Иногда кажется, что он слишком кажется таким отрешенным, безразличным к окружающему миру. Далее тоже есть вот такие вот черты, обратите тоже на них внимание. Иногда кажется, что он, скажем, демонстрирует какую-то беспомощность, он слишком одинокий, закрытый. Ребенок может, наоборот, часто дерется или, наоборот, не умеет себя защищать. Иногда ко мне приходят родители и говорят, что я вижу в его глазах какой-то вот пустой взгляд и отсутствующий взгляд, и это меня пугает. То есть часто дети бывают, как теряют контроль над собой в порыве гнева, в порыве эмоций. Задайте себе вопрос, как вы выплескиваете свои эмоции и как вы справляетесь с стрессовыми ситуациями. Что вы делаете, когда вы в ситуации кризиса или вы, скажем, в гневе можете демонстрировать не всегда то, что может понравиться вам лично и вашим детям. Обратите внимание на следующий слайд. Здесь вот мы говорим о эмоциональных индикаторах детской депрессивности. Зачастую много сегодня родителей обращаются к нам, как раз вот, которые наблюдают вот такие вот признаки приступа паники, выраженная тревога, сниженная работоспособность, концентрация внимания у детей, бессонница. Бывает, что родители говорят о том, что вроде бы он еще такой маленький, а уже успел попробовать алкоголь, или мне кажется, что он использует сигареты, и меня это пугает. Не всегда дети могут справиться со своим гневом, чувствуют ненависть по отношению к себе, присутствует какая-то враждебность, и почва этой враждебности не всегда понятна родителям. Есть ощущение чувства вины, неудачи, поражения, чрезмерные какие-то опасения. Почему это происходит? На самом деле депрессия у детей – это такое, скажем, одно из таких психических эмоциональных расстройств, которое проявляется в поведенческих изменениях у ребенка. Причины детской депрессивности, конечно же, может быть в первую очередь сама семейная атмосфера, гнетущее состояние, негативное отношение в семье к той возможности проявлять свои чувства и эмоции. Иногда родители не стремятся понять ребенка, услышать его, понять его, разговаривать с ним не принято. Не принято, скажем, принимать мнение каждого в семье, не принято выслушивать мнение других в семье. И это, скажем, такой неблагоприятный климат психологический для самого ребенка. Причины. Почему же возникают все-таки причины барьера в общении с ребенком? Причина именно мы взрослые. Да, наши правила могут быть негуманны. То есть требование того, что только мои правила правильные, и только я знаю, как лучше для тебя. Вот, и здесь очень важно нам, родителям, понимать, что мы здесь ошибаемся. У детей должна быть возможность проговаривать свое мнение и свое отношение. Когда родители не умеют ценить чувства ребенка, ни в коем случае нельзя обесценивать чувства ребенка. Если мы, взрослые, говорим о том, что это не так важно, это мелочь, зачем ты расстраиваешься из-за такой ерунды,
мы обесцениваем его чувства, обесцениваем его переживания. Надо научиться слушать своего ребенка и правильно проговаривать те переживания, с которыми столкнулся ребенок в какой-либо кризисной ситуации. Иногда бывает в семьях запрет на выражение некоторых чувств. То есть, если ты слаб, не показывай, что ты слаб. Если ты обеспокоен, не надо показывать это. Да? Допустим, если тебе это не нравится, просто не показывай мне, что не нравится тебе. И, конечно, это вызывает барьер в общении между родителями и ребенком. И еще, члены семьи не всегда умеют разрешать конфликты. То есть бывает, что семья или взрослые принимают решение, что просто уходят от темы, не проговаривают проблему. В этих ситуациях, я думаю, каждый ребенок, каждый родитель, если примет правильное решение в пользу ребенка и себя, то не стыдно обращаться за помощью к психологу. Психолог в школе, психолог в колледже умеет давать правильные рекомендации родителям. Мы в рамках программы обучили наших психологов, как правильно вести консультации и на какие моменты обратить важное внимание в помощь именно родителям в воспитании своих детей и в помощи детям, чтобы находить те компромиссы именно в бесконфликтном общении, комфортном общении между родителями и ребенком. Причины. Почему же все-таки возникают эти конфликты? Неправильный тип семейных отношений. Само по себе, когда родители, источник разногласий, он скрывается в отношениях между родителями. Когда требования у родителей обоих расходятся, то есть отец требует одно, мать требует другое, и разные требования, предоставленные ребенком между обоими родителями, эти разногласия, они порождают вот такое вот, скажем, непонимание ребенка, то есть что от меня в конце концов хотят. Один хочет одно, другой хочет другое. И, конечно, в глазах ребенка падает авторитет родителей. Деструктивность семейного воспитания, то есть это когда, скажем, авторитарное давление со стороны родителей, одного из родителей или, допустим, обоих родителей на позиции ребенка. Конечно же, нельзя не исключать из внимания возрастные кризисы детей. То есть мы говорим, это переходный период ранний, да, переходный период – это дети младшего подросткового возраста и старшего подросткового возраста. И переживание самих вот этих возрастных определенных кризисов не всегда, скажем, находятся пути бескомпромиссного, комфортного общения между родителями и ребенком. Ну и, конечно, наши личностные особенности. Мы все разные, и у каждого есть свое мнение, у каждого есть свой характер. И не всегда, скажем, нам нравится мнение, убеждение, скажем, другого. Да? И не всегда мы готовы услышать мнение даже того самого ребенка для того, чтобы найти лучшие подходы в решении какой-либо ситуации. И, конечно же, любой конфликт в семье, он порождает вот определенный вред для ребенка, приносит вред. От конфликтов страдает в первую очередь достоинство самого человека, каждого человека, потому что в конфликте люди используют, скажем, слова, которые причиняют боль, грубые слова, ненормативную лексику. То есть вербальная агрессия, физическая агрессия, она порождает у ребенка ситуацию такой беспомощности. То есть два родителя, да, которые, отец и мать, люди, которые подарили ему жизнь, люди, на которых он всегда смотрел как на защиту, опору, надежду, ссорятся между собой. И для ребенка, кажется, рушится весь мир, когда ссорятся родители. И болезненный ребенок переживает разногласия между родителями и не всегда может с кем-то поделиться о данных проблемах.
Переживая проблему внутри себя, конечно, страдает его психоэмоциональное здоровье, страдает его нервная система в первую очередь. И подумайте о том, что на каждую минуту конфликта приходится 20 минут последующих переживаний. Конечно, даже мы, взрослые, когда находимся в ситуации конфликта или после ссоры, не всегда способны сконцентрироваться, включиться дальше в работу, переключиться на какую-либо деятельность. А дети, конечно, им намного сложнее переживать, потому что у них нет такого жизненного опыта, как у нас, у взрослых, преодоления кризисных ситуаций. И последствия от конфликтов, да, страдает физическое здоровье человека, поражаются нервы, сердце, сосуды. Мы всегда должны помнить об этом. К чему мы должны стремиться, мы, взрослые, для того, чтобы правильно помочь детям справляться с разными жизненными ситуациями и преодолевать эти ситуации, в которых дети могут оказаться. В первую очередь это повышение психолого-педагогической культуры. Сегодня очень много различных сайтов, вебинаров проводится для родителей, очень много информационных роликов, литературы, которую можно почитать для того, чтобы как правильно справиться с разными ситуациями, которые возникают, и когда ты не знаешь, как ответить на этот вопрос и что делать. Задача родителей – работать над собой, работать над своей психологической, скажем, психологическим просвещением, чтобы иметь больше родительского опыта воспитания своего ребенка. Организация семьи на коллективных началах. Что это значит? То есть семья, как целостная, должна восприниматься самими родителями, что мы единое целое, мы все вместе, ты всегда можешь на нас рассчитывать, ты всегда можешь на нас положиться. То есть понимание, поддержка друг друга и поддержка каждого члена семьи. Общие перспективы, то есть если вы строите планы, то эти планы должны быть совместно обсуждаться вместе с детьми. Конечно, хорошо, когда у ребенка есть определенные трудовые обязанности по дому, по хозяйству. То есть что то, что делает ребенок, важно для всей семьи. Важно не только для него самого или для родителя, а для каждого члена семьи. Если в семье закладываются общие традиции взаимопомощи, всегда помогать друг другу, не стесняться просить помощи, проговаривать проблемы, с которыми сталкивается ребенок. То есть, что каждый в семье может рассчитывать на поддержку. И, конечно, подкрепление словесных требований с обстоятельствами воспитательного процесса. То есть что это значит? Если мы говорим, и наши слова не должны расходиться с делом. Если мы что-то обещаем, мы должны сдерживать свои обещания. Зачастую к нам приходят родители, которые говорят о том, что вот мы ссоримся, из-за этого у нас разногласия. Но, тем не менее, когда мы даем рекомендации, как правильно себя вести, чтобы не возникало конфликтов, не всегда у самих же родителей получается, скажем, сдерживаться и придерживаться тех рекомендаций, которые дает психолог. Наша задача вместе во время консультирования научить семью, научить родителя правильно взаимодействовать с ребенком, чтобы это не приводило к конфликтам. Если даже возникают разногласия, как правильно разрешать эти разногласия, чтобы не нарушались интересы каждого члена семьи. И, конечно же, задавайте вопросы своим детям, что им интересно, чем они увлекаются, что им нравится и почему это им нравится. Если мы, родители, умеем создавать для своего ребенка условия, скажем, такого гармоничного воспитания, в первую очередь, это когда мы не просто предпочитаем там бесконфликтное общение, а когда мы стараемся сами работать над собой. Мы умеем доверять своему ребенку, мы умеем понимать, слышать. Позиция доверия – это очень такая, скажем, важное направление, когда родитель доверяет своему ребенку, но и
Если ребенок совершил какую-то оплошность или в чем-то там, скажем, не досказал правду или соврал родителю, не только, скажем, обвинять, да, вот ты мне сказал неправду, а найти причину, почему это произошло. И вы увидите, что эти причины будут именно в нас, взрослых. Больше разговаривайте с детьми на те темы, которые интересуют их. Если ребенок видит, что все в семье понимают друг друга, умеют слушать и слышать друг друга, то ребенок будет стремиться к этому, подражать нашему примеру. Если супруги демонстрируют, показывают, что они любят в семье друг друга, что они уважают друг друга, умеют слушать, слышать друг друга, то ребенок будет видеть в первую очередь защиту в своей семье. Ребенок будет видеть, что в своей семье он в безопасности, что в своей семье он пребывает в состоянии комфорта. Тогда дом для ребенка это будет тем местом, где он всегда будет чувствовать себя защищенным, уверенным, счастливым. Если родители умеют справляться со своими эмоциями, то, конечно же, они могут научить и своего ребенка справляться со своими эмоциями. Сейчас, в период ЕНТ и экзаменов, напряженного периода для детей, очень важно родителям контролировать правильное питание ребенка. Питание, насыщенное витаминами, продуктами, которые не вредны ребенку. Вот, пожалуйста, посмотрите список тех продуктов, которые можно включить в рацион ребенка именно в такой вот напряженный период, что может помочь, скажем, ребенку для того, чтобы он мог легко преодолеть вот эту ситуацию стресса. И если, конечно, у ребенка неопределенное какое-то раздельное питание, определенная диета, там, связанная с его здоровьем, то, конечно, необходимо будет посоветоваться с врачом, какие продукты можно ребенку именно в этот период испытаний. И само по себе, конечно, травяные те же чаи, если у ребенка нет аллергии, и разрешает ваш врач-педиатр или врач-терапевт для того, чтобы ребенок мог их применять. Да, есть вот определенные продукты, которые можно использовать, включить в рацион. Вот морковь мы видим, да, улучшает память ребенка. Необходимо включить рыбу, мясо для того, чтобы это улучшило, скажем, поступление белка в организм. И, конечно же, такие продукты, как вот капуста, лимон, банан. Банан действительно хорошо в этот период принимать детям, если дети любят, конечно, бананы. Банан поддерживает хорошее настроение у детей. И помимо рациона питания очень важно создать в семье условия для подготовки ребенка, здорового сна, здоровой пищи, соблюдение режима дня и, что немаловажно, это психологический климат в семье, гибкость ролей, уметь выслушивать каждого. Правила в семье должны быть гуманными для всех. Тогда это, конечно, и поощрять, когда ребенок честен по отношению к вам, по отношению к другим. Не стесняться выражать свои чувства и эмоции, уметь говорить. Научите своих детей свободно говорить. Говорить с вами, говорить с другими, проговаривать свои беспокойства, тревоги, страхи, делиться своими переживаниями и уметь слушать, слышать своего ребенка в разных ситуациях, вне зависимости от того, допустим, насколько вам сложно пережить какую-то определенную ситуацию. Мы должны помнить всегда, что мы, взрослые, имеем жизненный опыт, и мы сильнее, чем наши дети. Сильнее психологически, потому что у нас уже в связи с жизненным опытом есть свой, скажем, такой психологический иммунитет, а дети только начинают жить. И каждое испытание для них, каждая ситуация для них – это определенный, скажем, экзамен на прочность. У нас есть сайт Belem Foundation, где очень много информационного материала для родителей и для детей. Есть очень хороший ролик профориентация, как правильно выбирать профессию.
обязательно посмотрите, зайдите на наш сайт Belém Foundation, посмотрите этот ролик. И также сайт самообращения. Очень много самообращений от детей, которые оказались в сложных кризисных ситуациях, то есть жестокость по отношению к ним в семье. Именно тогда, когда дети оказываются в ситуации кризиса, состояния там, развода родителей, дети стали жертвами буллинга. И дети обращаются к нам, получают консультации от наших специалистов, и все это абсолютно конфиденциально. И сегодня немало также обращений на наш сайт BFLine от родителей. Когда родители видят какие-то сигналы тревоги, вот я сейчас обращу внимание ваше на именно вот эти индикаторы. Если вы видите индикаторы из вот этих критериев, не стесняйтесь обратиться к нам. Обращайтесь к нам абсолютно бесплатно. Специалисты Belém Foundation проводят консультации для детей и родителей офлайн и в онлайн формате. Поэтому, пожалуйста, вы можете сфотографировать наш сайт bfline.org конфиденциально, записавшись предварительно, вы можете получить профессиональную консультацию. И я еще хочу сказать, что впереди лето, конечно, психологи всех школ и нашего города Нур-Султан в школах, колледжах, конечно, отправляются в отпуск, а мы работаем все лето. Поэтому вы, как родители, если вы видите сигналы, индикаторы тревожности у своих детей, можете обратиться к нам на наш сайт, предварительно записавшись, оставив сообщение, свой запрос, прийти к нам на консультацию. Уважаемые родители, спасибо, что вы были с нами. Я думаю, что некоторые советы, которые были в нашей презентации, в нашем вебинаре сегодня для вас, будут полезны. Мне хотелось бы всем вам пожелать успешной сдачи ЕНТ и экзаменов. Всем спасибо.